Перед тем, как отправиться в дальний рейс, машину обязательно проверяют и дорабатывают. Дальнобойщики предпочитают не рисковать. На автозимниках нет сервисов, и любая поломка посреди тайги – угроза здоровью, а то и жизни. Ходовку мы перебрали в гараже, все промазали, смазку поменяли. А все вот это вот оперение, все вот такое, то, что навесное, все как бы уже сделано, усилено. По зимним трассам в отдаленные поселки Якутии доставляют уголь и наливное топливо. Они необходимы для дизельных электростанций и котельных. Чтобы обеспечить бесперебойную работу жизненно важных объектов, горючее стараются завести с запасом. Завоз сегодня осуществляется, в соответствии с графиком. И темпы завоза сегодня позволяют нам наращивать запасы твердого топлива на всех котельных. Аймеконский район Якутии считается одним из самых холодных мест на планете. Сейчас температура здесь ниже 50 градусов мороза. Котельные работают в режиме пиковых нагрузок. В каждую смену выделены дополнительные люди. Усиленное дежурство ведется круглосуточно. Если какая-то ситуация, тут не согласен, у нас редко такие ситуации. Не оставляют. Даже вот я буду в ночь работать, не скажешь, вот ты начальник смены, разбирайся сам. Нет. Начальник котельной первый сюда прибежит, и здесь будет до утра грязнее меня ходить еще. Особое внимание энергоснабжению объектов. По словам экспертов, линия электропередачи – уязвимое место. На случай обрыва проводов в котельных стоят резервные источники энергии. Высокое напряжение, естественно, там больше всего вероятности каких-то сбоев и так далее. Поэтому, конечно, там вообще все нужно смотреть. Следим за тем, чтобы оборудование вовремя проходило испытания повторные, потому что все равно у каждого оборудования есть свои сроки испытания. Такие усилия не напрасны. Даже в самые лютые морозы в домах стабильно тепло. А к центральному отоплению каждый год подключают новых потребителей. Даже в сельской глубинке печи и дрова уходят в прошлое. Кран открыл, вода текет, горячая, все есть. Дома топят. Говорят, время много стало. Раньше времени не хватало, потому что надо и дрова колоть, и пилить. А сейчас, говорит, надо что-то делать, чем-то заниматься. Потому что отопление-то есть. Все уже, значит, надо чем-то другим. Сейчас коров там будут, наверное, размножать, хозяйство свое. Например, только в одном Аймеконском районе летом к центральному отоплению присоединили еще 10 частных и 5 многоквартирных домов. Якутские морозы сейчас в самом разгаре. В связи с этим у теплоэнергетиков сохраняется режим повышенной готовности. Он будет действовать до тех пор, пока столбик термометра не пойдет вверх, а на объектах не накопят достаточное до открытия навигации количество топлива. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Александр Князев. Вести. Якутия.